Мы находимся в спальном корпусе, который отремонтировали в 2018 году. Уже через месяц детский лагерь «Пионер» наполнится детским смехом. 3 года назад здесь начали поэтапно, корпус за корпусом, возвращать советский лагерь к жизни. Какими были старые корпуса, хорошо видно вот на этом примере. Они деревянные, ремонта здесь не было с 1967 года. Крыша протекала, полы давно прогнили. В этом году на территории лагеря появится еще 2 новых корпуса. В месяц в Краснооктябрьском лесничестве под Казанью отдыхает 250 ребят. Смен будет еще больше. Лагерь сделают всесезонным. Корпуса теперь стали теплыми, так как провели отопление. В данных корпусах можно отдыхать круглый год. Средний возраст татарстанских детских лагерей – 60 лет. В этом году запущена беспрецедентная республиканская программа реновации. 94 базы с бюджетом в 7 миллиардов рублей. В этом году 24 объекта, из них 15 мы подготовим к летнему отдыху традиционно для того, чтобы они могли запуститься, так скажем, приведем их в порядок. Это будет принципиально новая инфраструктура. Для детей должен быть интересный, содержательный контент. Они должны, когда они приезжают, они должны не только отдыхать, но и, так скажем, активный отдых, он подразумевает постоянное получение каких-то дополнительных навыков. Какими должны быть профильные смены, безопасность, кадровый менеджмент – все это обсуждали сегодня на Всероссийской конференции в Казани. Более 400 участников из 56 регионов. Вопросов много. Это вопрос организации отдыха, оздоровления детей, которые имеют ограничения здоровья. Это вопрос, связанный с организацией отдыха, оздоровления детей, которые, к сожалению, стоят на различных учетах. Указываю портфолио, которое я направляю для отправления в лагерь. С сегодняшнего дня купить путевку можно онлайн. Минмолодежи республики презентовала цифровую площадку. Записаться пока можно в 4 лагеря. Если систему оценят, пилотный проект распространят и на все остальные. Анна Городнова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань.